Дорогие путешественники, все мы время от времени устаем от повседневности и нуждаемся в разгрузке, как физической, так и эмоциональной. Нам нужно пополнить жизненный заряд, сбросить накопившееся напряжение, переключиться, сменить обстановку. Лучше всего это можно сделать в так называемых местах силы. На Земле их много, и каждый выбирает свое. Для жителей Якутии таким местом, несомненно, является национальный парк Ленские столбы. Аудиогид – это первый этап большой федеральной программы МТС, которая называется «Место силы». Эту программу мы реализуем уже больше 50 субъектов Федерации России. А в Якутию, получается, мы пришли впервые. Сразу начали с одной с жемчужин местной, с национального парка Ленские столбы. Вот аудиогид для меня – это как бы первая весточка этой большой экопросветительской, экологической программы по цифровизации как раз народных достопримечательностей, национальных памятников. Про национальный парк Ленские столбы написано множество статей, стихов, рассказов, сняты фильмы. Можно перечитать и пересмотреть все, но таких впечатлений, которые можно получить при личной встрече с каменными исполинами и их окружением, вы точно не испытаете. Путешественники теряют дар речи, трогают эти многовековые громады, рассматривают их, пытаясь осознать все величие этого творения природы. Сегодня аудиогиды уже существуют, но вопрос их внедрения в туристический продукт полноценный – это важное мероприятие, потому что мы должны для любого туриста, потому что портрет абсолютно широкий, это и иностранные туристы, это и наши туристы. И аудиогиды должны быть, наверное, по всем направлениям. С точки зрения исторического, этнокультурного, возможно, для более молодого поколения, наверное, какие-то более современные подходы. Вот. Ну а в целом, конечно, здесь мы должны предоставить полный спектр услуг для туриста, чтобы он мог в полной мере насладиться своим отдыхом у нас в Якутии. Отсюда начинается точка отчета пресс-тура МТС аудиогид на Ленские столбы. Так как туризм – это только одна составляющая с точки зрения задач проекта «Место силы», другая и не менее важная задача – это как раз экопросвещение. Проект задуман в том числе и для того, чтобы помочь сохранить территорию, помочь рассказать, в том числе и жителям, про те сокровища, которые у них есть, что называется, в соседнем окне. И вот история с тем, что перевод на языки, мы начинаем это делать, но мы начнем с якутского. Потому что очень, в том числе, туристические продукты должны быть доступны для жителей самого региона. Что в ближайшее время наш гид будет переведен на якутский язык. Я первый раз столкнулся аудиогидом в 2009 году в Ханты-Мансийск-Югра. Увидел, как у них устроено музей, интерактивные карты, все это. И диво был удивлен. Оказывается, так можно, стоя в одном месте, пройтись по всему краю, по всей области, по всем уникальным местам. Очень рад этому проекту. У якутов есть такое притча, сахалы. Сахабака тутан королегина, сыттан каван королегина, и тагайбет бильбет, он дебетен, да, это по-русски. Якут, пока он сам не почупает, не ощутит, он не поверит. Да. Я очень надеюсь, именно сегодня эта поездка даст результат. Я надеюсь, вы не первый раз, но именно с помощью этого аудиогида и наших специалистов вы по-другому посмотрите, увидите, и это будет правильно преподнести туристам.
В любом случае, турпоток, он приведет к тому, что поднимутся вопросы экологии. Поэтому важно с самого начала пути задавать вот такие критерии, чтобы при наращивании турпотока мы следили всегда за экологичностью. У нас нетронутая территория, это не означает то, что здесь можно мусорить. Мы должны с самого начала держать тренд экологического туризма. Думаю, что в будущем туризм в Якутии будет развиваться, потому что ни солнце, ни пляж сейчас приоритет, а приоритет этнография, интересные страны и город тоже интересный. Поэтому я думаю, что в будущем в Якутии туризм будет развиваться. Ну, конечно, медленными темпами. Бизонарий. Питомник лесных бизонов Усть-Ботама был открыт в 2006 году в устье реки Ботама. Именно здесь много веков назад жили лесные бизоны. Череп древнего бизона, возраст которого оценивается примерно 20-30 тысяч лет, ученые нашли в Якутии. Научный проект удачно проходит. Звери прошли благополучную рекклиматизацию. Сегодня у нас 2 питомника, вот на устье Ботамы, основное маточное поголовье, которое в 2006 году пришло, и питомник в Горном Улусе, это Тымпаны. Там основное стадо, которое находится на полувольном выпасе. Известно, что якутские бизоны вымерли примерно 5000 лет назад. Но некоторые их сородичи перебрались в Северную Америку и там со временем разделились на 2 подвида – степные и лесные. А силы быка, например, и силы бизона, кто круче? Бизон, конечно. Почему? Потому что, давайте вот взглянем на бизонов. Видите, у них передняя часть тела куда сильно развита. Допустим, по сравнению с быком, если взять. Бизонам это позволяет делать очень быстрые маневры. Из стороны в сторону, так вперед, так он может прыгать. Вот спокойно, вот, примерно до этого, до такой высоты не прыгает передними ногами. То есть отталкивается от земли. И на скорость у них с места имеет 40 км в час. И удар сильнее. Удар очень сильный, да, они могут разгоняться до 60 км в час. Они такие довольно выносливые. Бизонарий в Якутии. Шаг к возрождению популяции бизонов на исторической родине. Мы находимся в начале экотропы и готовы начать подъем. Стартуем от берега реки Лены, пройдем вдоль ручья Лабыя и поднимемся по лесному склону. В целом, проходимость этого пути хорошая, трудностей возникнуть не должно. Гораздо веселее подниматься на тропу, чтобы чем-то уши были заброшены. Гораздо веселее. Это я как реально пешеход. Классно же. Мне очень понравилось. И удобно, в первую очередь. Удобно, все понятно, доступно. Не надо искать в интернете или кого-то там слушать, где он далеко сидит. Надел наушники, смотришь, наслаждаешься пейзажем, и все, мне нравится. Крутая вещь. Хорошее предложение. Классный проект. Очень удобный формат. Надо сказать, что я никогда даже не задумывался, что такое есть. А иногда куда-то едешь, и хочется в машине, пока едешь к тому месту, прослушать уже про это место, чтобы ты как бы был компетентен и мог даже гиду задавать уже какие-то вопросы по существу. Поэтому хорошая тема. Вот это начало, это уже большая работа, которая проведена.
Сейчас, например, какие-то местные уже сообщества, молодежные, туристические, могут выигрывать гранты и делать свою озвучку там, уже с бизонами вместе, с национальной музыкой, с шутками, плясками, фактажом. И, ну, то есть это же могут быть разные продукты. Главное начать, начало положено. Молодцы. Мы вообще, как компания, видим свою миссию в том, зачем МТС нужны такие социальные проекты. Мы считаем, что компания, которая работает на территории, должна этой территории тоже отдавать. То есть нельзя просто прийти и зарабатывать деньги. Это правильный подход. Правильный подход, когда ты вместе с тем сообществом, с теми людьми, которые живут на этой территории, вместе помогаете друг другу. Наши продукты, они во многом способствуют гармоничному развитию общества, сохранению его устойчивости. Когда к тебе приходит связь, это всегда является как бы базисом, основой, да. Когда к тебе приходят сервисы на базе мобильного интернета, а у нас сегодня огромное количество сервисов, поэтому вот как бы социальную миссию компании видит в том, чтобы в такие сервисы помогали территориям. И совместно мы бы способствовали и сами жители региона, и власти региона, и бизнес региона. И мы, как компания цифровая, мы способствовали тому, что территория становилась устойчивой. То есть все люди и весь бизнес, который на этой территории существует, действует, да, что они бы действовали и вели себя устойчиво. И в этом мы видим большую социальную цель для себя, и в том числе задачу таких проектов, которые мы сегодня запустили. Видовая точка номер 5. Смотровая площадка. На этой точке нашего маршрута у нас есть возможность увидеть яркий пример того, как при затухании процесса осыпания сформировавшиеся осыпи основательно закрепляются растительным покровом. На правом берегу ручья Лабыя от обнажившихся в прошлом коренных пород сохранился небольшой, если сравнивать с крупными скалами ленских столбов, одиночный останец. Это мы с вами в прошлом году. Дима, ты как новый премиум. Со временем становишься только лучше. А вы как старый.